Лыжница из Коми Юлия Ступак принесла сборной России по лыжным гонкам серебро в общем зачете многодневки Тур-де-Ски. Накануне 10 января состоялся заключительный этап соревнований масс-старт свободным стилем в итальянском Валь-ди-Фьеме. На одной из сложнейших в мире дистанций наша Юля заняла 4-е место. Впрочем, отставание от победительницы, американки Джессики Диггинс, оказалось не столь значительным, что и позволило спортсменке из Сосногорска сохранить в общем зачете 2-е место. Через год и 4 дня после рождения сына Юлия смогла повторить достижение другой участницы сборной страны Натальи Непряевой, которая брала серебро в Тур-де-Ски 2 года подряд. Побед у россиянок в Тур-де-Ски пока не было. Эмоционально это была самая сложная гонка в жизни, призналась журналистам Юлия Ступак. Почему все время реву на камеру? Потому что вы настоящий. Я не могу просто. Это на самом деле был такой трудный путь. У меня просто нет слов. На призовом подиуме Юлия выразила свои эмоции в зажигательном танце, чем тоже порадовала своих болельщиков. Напомним, серебро в Тур-де-Ски стало возможным благодаря в том числе победе Ступак в одном из этапов. 6 января в итальянском Таблахе в гонке классического преследования на 10 километров спортсменка стартовала с 4-й позиции, но вырвалась вперед и оставила позади всех соперниц, в том числе и шведку Эбу Андерсон и американку Джессику Диггинс. Менее выгодный радиус у Юлии Ступак. Тем не менее, бороться нужно до конца. И сейчас пока входит первый в этот поворот Юлия я Ступак. думаю, что все отлично. Из Республики Коми нужно до конца работать. Юлия, давай! За тебя борется Россия! Все отлично. Расслабьтесь, все хорошо. Юля выигрывает эту гонку. Мы ее поздравляем. Молодец! Да, Юлия Ступак, Республика Коми, город Сосногорск. Золото отправляется сыну Юлии, который будет праздновать свой день рождения. Самое невероятное, как говорят эксперты, что Юля пропускала прошлый сезон из-за рождения сына, но, вернувшись в спорт, стала еще сильнее, еще более универсальной и многогранной.